На телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре вторник, 28 июня. Восстановить речную инфраструктуру в Приволжье и подготовить специалистов разного уровня, в том числе связанных с туристическим сервисом. Содействовать этому может создание Волжско-Камской судоходной компании, которая объединит 5 регионов ПФО – Татарстан, Чувашию, Мариэл, Ульяновскую и Самарскую области. Акционерное общество может быть зарегистрировано уже в течение месяца. Регионам-участникам предстоит решить несколько задач. Например, заказать проекты маршрутов, рассчитать пассажиропоток и подготовить программы по судостроению. Более детальный разговор продолжится в Москве. В начале июля в правительстве России планируют провести совещание, посвященное развитию внутреннего туризма. В Чувашии завершилась Российская детская фольклорная ассамблея. Это ежегодный творческий конкурс, который проходит в нашей стране с 2006 года. В стенах Чувашского драмтеатра юные хранители старинных песен, танцев и обрядов своих регионов удивляли не только зрителей, но и жюри. Был поставлен абсолютный рекорд по количеству участников, потому что в мероприятиях ассамблеи принимают участие представители из 55 регионов, это практически 600 человек. Поэтому очень символично, что участники фольклориады стали также и участниками детской фольклорной ассамблеи. В конкурсе приняли участие 43 коллектива и 17 солистов почти со всей страны. Так что задача перед членами жюри стояла нелегкая – оценить творческие номера ребят и определить лучшие. Подробнее об участниках Российской детской фольклорной ассамблеи смотрите сегодня в наших информационных выпусках. В длинный летний день проще всего найти время для неспешных прогулок. Однако для успешного преодоления уже излюбленных или новых маршрутов нужно позаботиться об удобной обуви. Присмотреть себе подходящую пару можно на выставке белорусской обуви, которая работает в Новочебоксарске в ДК «Химик» и в Канаше во Дворце культуры. На выставке представлен большой ассортимент летней легкой обуви, в том числе и модели для проблемных ног с ортопедическими стельками. Туфли, сандали, босоножки, сабо. Клещи продолжают атаковать жителей Чувашии. С начала эпидсезона насекомые покусали около 400 человек, и в половине случаев пострадали дети. 81 клещ был исследован в лаборатории. В 9 были обнаружены возбудители клещевых инфекций. Чтобы снизить численность насекомых, места массового отдыха в республике продолжают опрыскивать специальными препаратами. Так обработано уже более 450 гектаров территорий. В Чувашии в ближайшие дни будет ветрено и прохладно. Такая погода продержится до конца недели. Какой будет температура воздуха сегодня и стоит ли ожидать осадков? Об этом буквально через минуту расскажет моя коллега Алена Артемкина. Оставайтесь на телеканале «Россия».